Филиал Московского государственного университета в городе Грозный. Согласитесь, хорошая новость. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья, это программа «Актуальна тема» на телеканале «Войнах». И заместитель директора Грозненского филиала МГУ по общим вопросам Хеда Муртазова, кандидат экономических наук. Маршал Хед. И сразу, как говорится, переходя к нашему разговору. Можно по имени? Можно, конечно. Спасибо. Что представляет собой Грозненский филиал МГУ? Вот что он включает в себя? Вот тут можно чуть-чуть поподробнее? Рассказывайте. Ну, во-первых, обязательно нужно сказать, что МГУ – это бренд, это известный бренд. Ну, конечно, конечно. И неважно, филиал мы или головной вуз, в любом случае и образовательные научные школы – это классика образования, это классика науки. Это МГУ. МГУ входит в мировые и российские в топ мировых и российских рейтингов, причем занимает ведущие места в этих рейтингах. Вот мы, во-первых, я хочу поздравить всех жителей республики с таким знаменательным событием. Вот это правильно. Да, потому что 17 ноября на многих каналах транслировалось официальное открытие. Но учебный процесс мы начали с 1 сентября. Как всегда, это традиции МГУ, это поздравление 1 сентября ректора Виктора Антоновича Садовничева, первокурсников в прямом эфире. Но, естественно, это учебный процесс. А что входит в наш филиал? Что есть на сегодняшний день? Если мы разобьем поэтапно, да, вот я хотела сказать об образовательной части, что туда входит, но единственное, что можно сказать, что входит в инфраструктуру нашего филиала. То есть филиал расположен на огромной территории площадью 26 гектаров. Это 3 учебных корпуса, вместимостью более 3000 обучающихся на сегодняшний день. Это 2 корпуса общежития по 130 человек на проживание каждый из этих корпусов. Это киноконцертный зал на 700 с лишних посадочных мест. Это огромный спорткомплекс, который включает в себя, ну это, как говорится, наша гордость, это бассейн, полуолимпийский бассейн, 50-метровый. Это открытые площадки с искусственным покрытием для игр на открытом воздухе, футбол, баскетбол, волейбол. Это тренажерные залы, отдельно мужской, женский, есть объединенные тренажерные залы, снабженные последними технологиями в области здоровья. Вот. И это мини-площадки, то есть спорткомплекс, где можно проводить игры в мини-формате. Мини-футбол, мини-баскетбол, волейбол и так далее. Это учебных корпусов сколько? Учебных корпусов 3. 3? 3 корпуса. Вот так что есть куда нам двигаться, есть куда расти. Все условия созданы? Все условия созданы для студентов. Только приходи, учись. Да, они оснащены современным оборудованием. Естественно, что совершенству нет предела, идет укомплектация библиотечной системы, идет дополнительное оснащение. Вы еще на становлении? Нет, то, что необходимо учебному процессу, все уже есть. Но как по принципу кашу маслом не испортишь, то есть совершенству нет предела, да, мы продолжаем наращивать наш потенциал. Хорошо, тогда я тут спрошу вот о чем. А как прошла приемная комиссия в этом году? Первая приемная комиссия филиал МГУ в городе Грозном. Как начался учебный процесс? Сколько студентов может получить образование? Вот такой вопрос. Ну, к сожалению, непосредственно работать с абитуриентами мы начали только 20 июня. Это связано с определенным алгоритмом получения лицензий на образовательные программы. В этом году запущены образовательные программы 3 факультетов МГУ. Это юридический факультет, это физико-математический факультет и это экономический факультет. Ну и, соответственно, это направление подготовки. Юридический факультет – это направление юриспруденция, факультет экономический – это направление менеджмент, и факультет физико-математический – это наиболее востребовано, как оказалось, и, к счастью, у нас в республике направление подготовки – это прикладная математика и информатика. Сколько студентов? Сколько выдержало наших ребят
экзаменов? испытания. Сколько прошли? В этом году, в 23-м году, в приемном, у ребят, я скажу, были льготные условия поступления. Все? С чем это связано? Потому что, во-первых... Не, минуточку. Все поступающие в этом году? Нет, я имею в виду льготы в другом смысле. То, что конкурс был не такой, как мы ожидали, потому что мы слишком поздно начали приемную кампанию. Многие дети уже с июня месяца, с мая месяца определились с вузами, подавали документы через госуслуги. Поэтому в любом случае конкурс был. В среднем 5 человек на место был конкурс. Достаточно высокий. Высокий конкурс. Но у наших студентов льготы в том плане, что проходной балл у нас ниже, чем в головном вузе. То есть достаточно было пройти минимальные баллы Рособорнадзора, и абитуриент мог подать документы. Ну а там дальше решал уже конкурс. Те, которые, естественно, имели максимальное количество баллов, получили бюджетные места. Те, кто, к сожалению, по количеству, по своему рейтингу не смог попасть в эти бюджетные места, но имеют финансовые возможности, могли поступить в филиал Московского государственного университета наш уже на контрактной основе, то есть на договорной основе. И сколько у нас первых студентов? 78 первых студентов. 78? 8 по 3 направлениям подготовки бакалавриата. Это какие? Вот это бакалавриат? Это все направления бакалавриата в этом году. Но хочу поздравить, что в 2024 году приемная кампания будет расширена. Уже точно мы знаем, что у нас будет еще дополнительное направление бакалавриата, это биотехнологии, и специалитет по направлению фармация. И на эти направления планируется выделение бюджетных мест. Контрольные цифры, к сожалению, мы узнаем только в конце декабря. Вот, а размещены они будут на сайте нашего филиала уже в начале января. Но они будут? Они будут. Нас слышат? Я Нас поэтому слышат, спрашиваю. это все заложено у нас, так что ждем. А то сейчас все побегут к вам заранее с документами. Ну, во-первых, эти документы нужно иметь, вся необходимая информация на сайте размещена. Отличие от других вузов, иногда многие абитуриенты, скажем так, может быть, они не уверены в своих силах были, кроме необходимых 3 экзаменов, которые входят, сданы результаты единого государственного экзамена, в МГУ при поступлении необходимо сдать еще 4-й экзамен. Но это называется дополнительное вступительное испытание. В зависимости от того направления, на которое абитуриент поступает, это может быть математика. Вот менеджеры у нас давали дополнительно математику. А это не будет неожиданностью для Нет, это абитуриентов? Не является это? Нет, это на сайте все размещено. Многие вузы практикуют, ведущие вузы, сдачу дополнительных вступительных экзаменов. Кроме того, вопросы, которые включены в это испытание, они размещены на сайте. Кроме того, есть образцы заданий предыдущих лет. Все это абитуриенты могли зайти на сайт, посмотреть, подготовиться. Я вас слушаю, у меня возникает вопрос. Может быть банально, но и все-таки. Объясните, пожалуйста, вот чем отличается бакалавриат от магистратуры? В чем тут различие? Я вот спрашиваю иногда у некоторых, мне никто точный ответ, расплывчато о чем-то, о ком-то, но точно никто, вот по моему мнению, вот я не понимаю, вот объясните. Ну, в Российской Федерации у нас существует законодательно, то, что касается высшего образования, 3 уровня высшего образования. Так. Но забегая вперед, скажу, что указом президента Российской Федерации запущен пилотный проект о переходе на 2-уровневую систему высшего образования. В этот проект включены 6 российских вузов. Ну и по результатам, как пройдет пилотный проект, я думаю, что мы тоже скоро перейдем на эту 2-уровневую систему. Но возвращаясь к вашему вопросу, то, что у нас 3 уровня высшего образования. Первый уровень – это бакалавриат. Обучаются в бакалавриате очно 4 года, заочно вечерне, там срок может быть увеличен, плюс еще 1 год к нашим 4 годам обучения. Вот. Это что такое бакалавриат? Это получение, первый уровень высшего образования, то есть получение базовой специальности и каких-то определенных основ научно-исследовательской деятельности.
Это такое же высшее образование, после которого выпускник может получить, может претендовать на рабочее место по своему направлению подготовки, и плюс он уже, имея уровень диплом об окончании высшего образования уровня бакалавриат, может поступить в магистратуру. Магистратура – это уже второй уровень высшего образования. Здесь идет акцент больше на научно-исследовательскую работу. Это более узкие направления подготовки, чем бакалавриат. Если бакалавриат – это такое вот более широкие, скажем так, направления, по которым готовится профессионально выпускник. Магистратура, она подразумевает более узкую специализацию. Понятно. Вот спасибо вам за эти разъяснения. И тут следом у меня тогда другой вопрос, как говорится, вдогонку. А у нас на что пошли наши абитуриенты? Что выбрали? Традиционное или было что-то неожиданностью в их выборе для вас? Ну, в принципе, для меня, учитывая, что я не первый год Какие наблюдаю специальности, приемные направления? кампании, неожиданностью не было ничего. С учетом того, что исконно у нас в республике всегда большой конкурс на экономические направления подготовки, на юриспруденцию. И последние годы, это не этот год, намечается тенденция, то, что у нас очень много молодых выпускников школ идут на IT-направление, а прикладная математика и информатика – это то, как раз наиболее востребовано в последние годы, и я этому очень рада, направление подготовки. Поэтому конкурс был по всем трем направлениям, скажем так, равнозначный. Где-то больше, где-то меньше, но конкурс... Я бы не сказала, равнозначный конкурс на Равнозначный. все три направления. Какие баллы приносили наши абитуриенты? Но с учетом того, Тут тоже не что, были удивлены или было все ожидаемо? в принципе, наверное, ожидались более высокие баллы, но нужно понимать, что абитуриент изначально, у которого есть высокие баллы, они планируют поступить напрямую в топовые вузы по различным направлениям Ну, подготовки. тут Это же МГУ, я бы не сказал бы, хотя филиал, что это... Ну, предположим, юриспруденция. Если есть юридическая академия Кутафина, и у тебя очень высокие баллы, почему бы не пойти узкоспециализированно? Но если так рассуждать, Да. если так Есть рассуждать... Бауманка для тех, кто готовится по прикладной математике и информатике, предположим. Вот, ну, естественно, что никто не претендует на лавры МГУ, заслуженные. Дело в том, что Ну почему? Диплом-то МГУ, диплом МГУ. там же не написано. Не написано филиала, Вот, там написан диплом вот, МГУ. диплом-то МГУ, Да. Зачет, этим сказано все. все. Ну и диплом еще получить нужно. Но если получит там-то МГУ, Да, могут вот, МГУ. вот это-то самое главное. А если спросить о бюджетных и контрактных местах, сколько их? И как они распределялись? Самый главный вопрос. И еще, Хеда, вот кто может поступить в наш филиал МГУ на особых условиях? Есть такое? По льготам, как сейчас это Значит, называется. у нас выделено было 50 бюджетных мест на Так. 3 направления подготовки, на прикладную математику 20 бюджетных мест, на юриспруденцию менеджмент по 15. В этом году, как я сказала, у нас направление подготовки увеличивается, их будет 5. Цифры еще на сайте и не распределены, на сайте нет, но, по крайней мере, у нас заложено 100 бюджетных мест на 5 направлений подготовки, в среднем по 20 мест. И плюс группа столько же мест по контракту, если такие желающие обучаться на договорной основе у нас будут. А льготы, не Естественно, льготы. что в России существуют законодательно принятые определенные нормы, это квоты, по которым абитуриенты поступают без экзаменов. Законодательно от бюджетных мест 10% отводится на такие квоты. То есть, если это 100 мест, 10% получается у нас с вами. Есть такая статья? Есть законодательно у нас установленные нормы по бюджетным местам. То есть это от бюджетных мест квота. Предусмотрено 3 вида квот. Это особая квота, целевая квота и специальная квота. Значит, особая квота это А для... тут расшифровочку немножечко, Да, прошу. особая квота. Кто туда подпадает у нас под особую квоту? Это дети-инвалиды. Это инвалиды первой и второй группы, это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. То есть вот такая вот для них предусмотрена государством льгота при поступлении.
Целевая квота, к сожалению, по целевой квоте у нас только один абитуриент поступал в этом году. То есть организация делает запрос на бюджетное место, организация оплачивает, но абитуриент учится за счет денег организации. Минуточку, Хеда, прошу прощения, что перебиваю. А участники СВО Это другая квота. куда попадают? Так, они подпадают у нас с вами под отдельную квоту. А это есть для них Есть тоже отдельная квота, статья квота, есть? это герои России, это те, кто получили 3 степени медали за мужество, это дети участников специальных военных операций на Украине, ну и 4 субъектов Российской Федерации. Вот, и дети военнослужащих, которые принимали участие в военных действиях за пределами Российской Федерации. Вот спасибо вам за такие подробные ответы. Нас смотрят очень много людей, и эта информация будет для них очень полезна. Согласитесь? Естественно. Вот. Поэтому, если кому-то что-то нужно пояснить, уточнить какие-то моменты именно по количеству мест, а количество мест это будет зависеть от количества бюджетных мест, они могут позвонить, у нас на сайте размещенный номер телефона, у нас начнет работать приемная кампания, у нас есть дни приема граждан. Сайт есть, можно зайти, филиал МГУ набираешь можно, да, все на сайте. Это хорошо, да. Это хорошо. И тут тоже один из главных вопросов. Вы меня, конечно, простите, я не знаю, как его воспримете. Профессорско-преподавательский состав. Откуда? Из МГУ. Это все штатные. Не местные? Не местные. Хотя МГУ. Не в ущерб нашим местным кадрам, Вы меня правильно поняли? Составу. Да, у нас есть и сами выпускники МГУ, которые не только закончили МГУ, преподают в наших региональных вузах. У нас есть преподаватели, которые защитили диссертации, кандидатские, докторские в МГУ. Вот, но преподают по образовательным программам только штатные сотрудники. Не приглашенные, а штатные действующие сотрудники Московского государственного университета. На факультет юриспруденции, взять его в штат и пусть спокойно работает в штате. То есть, если, смотря что мы имеем в виду, когда говорим приглашенные. То есть можно пригласить, вот предположим, у нас какой-то профессор Иванов Иван Иванович, да, научную школу свою имеет, прекрасно имеет опыт работы. Вот, пожалуйста, кафедра или факультет могут его пригласить в штат, и он если изъявит желание работать в филиале, пожалуйста. Но на сегодняшний день это штатные сотрудники. Это все штатные сотрудники Московского государственного университета. Хорошо. Продолжим. А вот какие новые возможности, кроме комфорта для студентов и преподавателей, даст новый филиал МГУ, и в том числе для республики? Новые возможности, во-первых, то, что у нас новая образовательная организация, которая, я надеюсь, станет в положительном смысле конкурентом для региональных вузов, и в процессе вот этой конкуренции каждый вуз будет стараться занять достойные позиции. Ну а МГУ это что? Это традиция, это история, это ведущие научные школы, это ведущие преподаватели с мировым именем. Скажу, что из 100 с лишним лауреатов Нобелевской премии в России, 80, я могу ошибиться в цифрах, это либо преподаватели, либо выпускники МГУ, Московского государственного университета. Вы меня приятно удивляете. Вот все, что я хотел услышать, вы мне это даете. Спасибо. И тогда вот такой вопрос. Мне с вами интересно разговаривать. И поэтому у меня возникают эти вопросы. Вот сколько времени потребуется филиалу Грозненскому, чтобы наработать себе репутацию, набрать вес, так сказать? И что для этого нужно? Ну, вес у него уже есть, потому что он основывается на Да, всем, МГУ, что а я спрашиваю МГУ. про филиал. Но я вам скажу, что легендарным вуз делают не стены, вот та инфраструктура, что мы перечисляли. Легендарным вуз делают его выпускники. Поэтому, чтобы набрать вес и заявить о себе, естественно, то нам нужно дождаться первого выпуска, посмотреть, как они пойдут дальше в профессиональном, научном направлении, насколько это имена выпускников филиала МГУ в городе Грозном начнут звучать, и вот мы начнем, да, набирать в этом плане вес. Надеемся на это? Надеемся. Вопрос о приемной комиссии.
будет ли что-то корректироваться в следующем году? Что должен знать наш будущий абитуриент? Приемная комиссия, несмотря на то, что мы начали работать поздно, прошла, по крайней мере, это мое мнение, я надеюсь, что все, кто к нам обращался, согласятся со мной, прошла на довольно высоком уровне в плане предоставления информации, в плане помощи при заполнении личных кабинетов абитуриентов. В этом плане очень удобно то, что абитуриент может заполнить заявление, подать заявление на то или иное направление подготовки, сидя дома. Но если у него что-то не получается, они обращались и могут обращаться непосредственно в приемную комиссию, где уже сидят специалисты и помогают им набрать, зайти на сайт. То есть ведут сопровождение подачи документов при приеме. Сильных изменений не будет? Нет, единственное сильное изменение – это то, что у нас будет дополнительное направление приема, по которым будем работать. Вот, но работают у нас специалисты приемной комиссии. Но тем, кто хочет поступить в МГУ, лучше часто посещать ваш сайт, и там все будет. Да, обязательно. Ответы на любой вопрос. На любой вопрос, но если где-то что-то не увидят вдруг, что, я думаю, большая редкость, да, может быть, или что-то будет неясно, они могут и позвонить, и подойти к нам. И в данном случае, несмотря на приемные часы, мы 24 часа в любое время нам звонят. И, Хорошо, что вы сегодня сюда к нам пришли. Хейда, скажите мне, а чем отличается Грозненский филиал МГУ от других филиалов? Вот, что можете сказать? Чем он отличается? Да. Ну, говорить, и почему я должен выбрать Грозненский филиал МГУ? Ну, во-первых, как отметил на официальной церемонии открытия ректор Садовничий, это филиал «Наша гордость», потому что на начальном этапе инфраструктура тоже многое значит. Конечно, да. Конечно. То есть театр начинается с вешалки. Во-первых, это инфраструктура, которая может предоставить все условия и для комфортного проживания иногородним студентам, и инфраструктура, которая предоставляет все условия для образовательного процесса, не говоря о том, что ведущие преподаватели Московского госуниверситета привлечены к образовательной деятельности. Вот. И находясь в центре самого такого многонационального федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, наш филиал готов, готов даже слово неправильно, то есть он как бы на него возложена такая миссия объединить в рамках образовательной деятельности представителей многонационального Северного Кавказа. В результате вот этих 5 лет обучения складываются отношения между одногруппниками, которые они несут через всю жизнь. Эти отношения потом переходят в долгосрочность, если уже говорим о карьере, да, служебной, это отношения уже непосредственно профессиональные отношения, содружество. Ну и учитывая нестабильную обстановку во всем мире, то, что касается многие абитуриенты, даже не абитуриенты, скажу, а молодежь, она информацию получает из средств массовой информации. Не всегда объективная ситуация там происходит, а обучаясь непосредственно, видя культуру, да, но все-таки большинство абитуриентов – это представители нашей республики, и где кроме образовательного процесса вуз обязан вести и воспитательную работу, то есть социализацию наших детей в общество. И мы, по крайней мере, со своей стороны и непосредственно наши студенты, они показывают культуру нашего народа. То есть для республики это не только подготовка будет высококвалифицированных кадров по перечисленным направлениям, но это то, что, скажем так, маркетинг наших национальных особенностей, нашей национальной культуры. Вот тут я вас слушал и слышал, не перебивая. И последний мой вопрос. Как вы оцениваете рабочий настрой коллектива? Вот готов коллектив филиала Грозненского Московского государственного университета начать созидать новую историю? Мы уже начали созидать. Обычно говорят 100%, ну, чтобы как бы
понять, насколько коллектив готов и насколько мы работали и в процессе открытия, и в процессе приемной кампании, я бы оценила 1000%. Насколько коллектив понимает ту ответственность, которая на него возложена, и работает 24/7 для того, чтобы оправдать то доверие, во-первых, которое правительством Российской Федерации, главой Чеченской Республики оказано открытием этого филиала, то доверие родителей, которые доверили нам своих детей, вот, и доверие общества на подготовку высококвалифицированных кадров. Спасибо. Спасибо, Вам что спасибо. пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Мне действительно сегодня было приятно с вами разговаривать. Спасибо вам вот за этот разговор и за ваши честные ответы. Удачи вам! Спасибо. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И заместитель директора Грозненского филиала МГУ по общим вопросам Хеда Муртазова, кандидат экономических наук. Филиал, Грозненский филиал МГУ есть. И он работает. Так, пожелаем ему удачи.